чувство Пасхи, то есть чувство победы над смертью, чувство вот этого торжества, оно должно быть в нас каждый день. То есть это не просто воспоминание о далеком событии, которое произошло в Иерусалиме, это живое общение с Богом. Господь Бог нам по вере дает благодать. Благодать. И вот эта благодать, она позволяет нам каждодневно побеждать, например, свою лень, побеждать свое лукавство, побеждать свою похоть, это может касаться сребролюбия, сластолюбия, чревоугодия, блуда и так далее. Вот. Святые отцы так и говорили, что воскресение Христово сделалось победой и торжеством для верующих, чтобы мы жили во свете и творили дела правды. Вот. К сегодняшней теме очень хорошо относятся слова Христа, Спасителя, о том, что верный в малом, верен во многом. Если вы в чужом богатстве не были верны, то кто вам доверит истинное? Что такое вот это малое, что это такое чужое богатство, которое нас испытывает? Это благодать. То есть Господь дает нам благодать. Он дает нам всю жизнь, постоянно нам ее в чем-то дает. Вообще сама наша жизнь, сам факт нашего появления на свет, то, что у нас есть тело, душа, руки, ноги, разные способности, это уже то малое, что нам дано доверенно. Поэтому если ты жизнь ценишь, бережешь, это уже очень хорошо. Дальше это наши способности. Если ты их приумножаешь, раскрываешь, не как блудный сын используешь для наслаждения, а стараешься обратить на пользу людям, как мы школьникам говорим, выбирайте специальность не для своей выгоды, а для служения людям, тогда вы будете счастливы всю жизнь. Тогда тебе Господь дает еще больше, еще больше. Несколько недель назад я спрашиваю одну девочку, которая заканчивает 11 класс, я говорю, как там с учебой? Она говорит, ой, все дрожат, боятся, готовятся. Я говорю, а как с любовью? Она говорит, ой, вы что, мы сейчас даже об этом боимся думать, нет, сейчас нам это не надо. Первое это самое, это учеба, карьера и так далее. Я понял, настолько это глубокая установка, ее так сразу-то и не переубедишь, не перешибешь. Но постепенно, в ходе общения, я постарался ей передать мысль, что любовь это на самом деле главное. Что семья это по сравнению с работой, а особенно для девушки, особенно для представительницы женского пола, это более первостепенно. Почему? Потому что любовь это дар небесный, это дар самого Бога. Да? Не зря же говорят, что браки заключаются на небесах. Поэтому если в этом малом ты будешь верен, 18-20 лет, ведь это самое время любить, влюбляться, строить отношения, выбирать себе спутника жизни. И семья-то, она в этом смысле, она ведь не мешает карьере. Она не только не мешает, я убежден, что она даже помогает, то есть она даже способствует. Когда человек любит, он ведь раскрывается, у него появляются дополнительные силы, у него лучше работает память, у него есть стимул, да, для него жизнь как будто всеми красками играет. По сравнению с тем, как если бы он сидел, зубрил законы, формулы или еще что-то подобное. Поэтому действительно для молодого человека очень важно не ошибиться. Как сапер ошибается один раз, так же и в любви иногда ошибка оборачивается потерей на всю жизнь. Да? Помните, как в песне пелось, да? Что теряют люди друг друга и потом не найдут никогда. Действительно, потерять можно, и потерять можно навсегда, и потом уже не найти. Поэтому, если есть близкий, дорогой человек, и ты чувствуешь, что он твой, он, то есть родной тебе душой, общие ценности, общие взгляды, и такая бесконечность любви с ним открывается, то можно пожертвовать, например, поездкой в другой город. То есть можно, если он по каким-то причинам остается здесь, в этом городе жить, учиться, то можно, например, отказаться от привлекательного какого-то института столичного и согласиться на более скромный региональный. Зато ты преуспеешь в семье. И здесь от педагогов тут много очень зависит, потому что они ведь тоже настраивают ребят. Настраивают на то, что главное, что приоритетно. Если учитель скажет, вроде где-то между делом или при анализе какого-то литературного произведения, о том, что, ребята,
Работа, она приходит и уходит, поймите. И если вы будете там скромным инженером, но будете счастливы в семье и воспитаете хороших детей, это лучше, чем если вы, скажем, добьетесь министерского портфеля, вот, но ценой будут одинокие дети, брошенная семья и так далее. Еще одна цитата евангельская, тоже слова Христа на этот счет. Господь говорит: кто имеет, тому дастся и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Вот. Здесь опять же речь идет о благодати, или еще можно немножко по-другому сказать о вере. То есть когда человек имеет веру, и эта вера позволяет ему поступать честно, праведно, то ему дастся и приумножится. То есть Господь как бы вливает в него еще большую благодать. Еще большую благодать. Это и означает слова «дастся и приумножится». Да? А кто не имеет, то есть кто небрежно относится к вере своей, ну, например, как продаст, как Исав, за чечевичную похлебку, помните это выражение, да? То есть ради вот, мимолетного насыщения вот, переступит через свою веру, да? Потеряет ее. Вот. У того отнимется. То есть человек может совсем потерять веру. Иногда разговариваешь с человеком, с преступником, с бродягой, с алкоголиком, и спрашиваешь его о вере, а у него пусто совсем в душе, вот, ни во что не верит, не за что зацепиться. Начинаешь искать корни, начинаешь искать причины, где, почему так произошло. И вот выясняется, да, кого-то бросил, что-то украл. Вот. Есть такая история про одного мальчика, который, он был маленький, такой чистенький, целомудренный, и родители его водили каждое воскресенье в церковь. И он там стоял впереди всех людей, прямо вот перед алтарем, перед священниками, и от этого не смущался, не тушевался, душа его вот своей чистотой, она принимала в себя Бога. И каждое воскресенье ему давали копеечку, и он ее клал нищему, нищий его благодарил, и мальчик от этого еще более радостно шел потом домой. Но как-то раз, вот сделав это все, он увидел в витрине магазина такой красивый сладкий пряник в виде коня. Ему до того захотелось вот этот пряник, и он увидел, что он стоит 5 копеек. И это желание, оно овладело его душой. И он тогда подумал о том, что если вот в следующее воскресенье он эту копеечку не положит, а только сделает вид, что положил, а нищий-то ведь слепой, и он не слышит, не видит, то за 5 недель можно накопить 5 копеек и вот этот пряник купить. И он так сделал. И он не мог уже стоять впереди, что-то ему мешало. И он стоял уже посреди людей, и служба ему уже была вовсе не в такую радость. И он так сделал раз, потом 2, а на 3-ю неделю он подумал, что можно ведь не только не класть копеечку, а можно еще и утянуть из баночки у нищего денежку. И тогда вожделенное сладкое счастье станет еще скорее, еще ближе. И он так и сделал. И в очередное воскресенье он сказал родителям, что я, пожалуй, не пойду сегодня в храм, мне не хочется. Вот так человек через грех, через соблазн, он теряет целомудрие, теряет целостность. Он теряет способность воспринимать Бога. Поэтому целомудрие мы можем с вами определить как цельность души. И цельность это возникает от того, что у души есть определенная цель. Она идет к Богу, она ищет Бога, она молится Богу, она верит в Бога. Да, она сегодня чувствует Бога, но, понятно, не обладает им в полноте, но она верит, что настанет тот момент в Царстве Небесном, когда мы придем на суд, и, как говорит Христос, что верующий в Меня, он не придет на осуждение, но он перейдет от смерти в жизнь. И настанет момент, когда ты с Богом соединишься уже вполне, что будет Бог вся во всем, что Бог войдет в твою душу, Он осветит твое тело, Он очистит тебя от всех корешков и остатков греха, и вот ты будешь бесконечно, уже не подвластный смерти и болезни, наслаждаться в Царстве Небесном. Вот это и есть целомудрие. То есть, как вот на гору мы смотрим, такая далекая гора, мы видим, какая она красивая, такая с белой шапкой, и мы представляем, какой вид открылся бы с нее. И мы собираемся на эту гору, и мы понимаем, что для этого надо много жертв принести. Надо тренироваться, заниматься, собирать рюкзак,
качать мускулы, воздерживаться от лишней еды, отказывать себе там, в мультфильмах, в сидении перед телевизором. Но мы эту цель освоим, достигнем. И это будет наша победа не только с точки зрения вот, визуального наслаждения окрестностями, а это сделает нас выше. То есть мы достигли, мы смогли. Вот это и есть путь веры к Богу. И в отношении между мужчиной и женщиной, конечно, это исключительно важно. Почему? Потому что энергия пола, энергия взаимного влечения между мужским и женским полом, она одна из сильнейших. Господь Бог так сотворил человека, что Он вложил в нас вот эту тягу, вот, это сила жизни, это после любви к Богу, наверное, вторая по своей мощи сила в человеке. И поэтому обуздать ее, влить ее в берега, вот, наверное, вот действительно можно только с помощью веры. И вот всякий человек, который молится, он знает, что вот мы слабы. Мы слабы. Мы не можем по-настоящему, даже вот сами мы не можем по-настоящему, скажем, молитву сотворить. Если Господь благодатью своей нас не наполнит, не можем. Мы не можем избавиться от греха. Бывает гнев, например, вот зайдет в душу, и ты молиться не можешь, потому что душа твоя как в огне горит в этом гневе. В той же похоти, в суете. Бывает настолько засуетишься, что вот уже и хотел бы помолиться, а совершенно ты как плоть стал, как земля. И вот что здесь делать? Вот тут-то как раз и вера показывает нам, что Бог очень близок. Что вот надо воззвать к Нему. Из глубины воззвав к Тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой. Вот со слезами, Господи, не могу до Тебя достучаться, но прошу Тебя со слезами, вот прошу, помоги мне, да. Верую, Господи, помоги моему неверию, как говорит отец болящего мальчика в Евангелии, есть такая история. И Господь говорит, все возможно верующим. У тебя же если вера как зерно горчичное, ты уже можешь победить свой грех, ты уже можешь победить свою, вот, даже греховное влечение. Вот увидел, например, красивую женщину, да, или там, вот она понравилась тебе, увлекла, вот она впечаталась тебе в глаза, в душу, и ты чувствуешь, что она тебя как будто уводит в сторону и соблазняет, манит, да? А вот премудрый Соломон говорит, отскочи, потому что она ведь как колодец бездонный, ее ресницы, ее глаза, они тебя влекут, и ее руки обман, ее сердце это смерть для тебя. Пей воду из своего источника, только из своего водоема. Вот. Поэтому вот что здесь надо? Крестом, прямо крестным знаменем себя оградить и с глубокой верой сказать, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, очисти меня грешным. Помоги мне грешным. Я не могу из своей души эту грязь убрать. И Господь, вы знаете, благодатью своей, так невидимо, но деликатно, вместе с тем уверенно, Он тебе помогает, Он освобождает. И раз ты смотришь, и ты уже свободен, и ты уже счастлив, и ты уже легок, и простор, и сила в тебе есть. Вот как освящает нас Господь. И также через таинство, через святую воду, например, да? Или через исповедь. Ты иногда согрешишь и думаешь, ну все, погиб. Уныние такое, отчаяние, когда человек особенно совершает блудные грехи за прелюбодеяние, за блуд, там, и на 10, и 15 лет человеку полагается отлучение от святой чаши. И он приходит на исповедь, да, и как только он вот это скажет, как он преодолеет свой стыд, и скажет искренне перед Богом, Господи, немощен я, согрешил, очисти меня грешным. И приходит, понимаете, приходит. И приходит сила, приходит благодать, приходит легкость и чистота. И сам Христос говорит, что и до 70 раз прощаете, то есть бесконечно, по сути дела. И Он нас прощает, Он прощает. Открой Библию, Евангелие, читай. Вот завладела тобой какая-нибудь, например, нечистая картинка. Помню, один парень, юношей когда был, смотрел порнографию, а сейчас уже, будучи взрослым мужчиной, и страдая от пристрастия к алкоголю, он говорит, насколько мерзкие эти картинки, насколько они вот въелись прямо в сердце, уже мерзко и противно это, а не могу из себя изгнать. То есть вот стоят перед глазами, мешают, думают, заставляют думать, влекут к себе, душа болит, а от этого человек потом и выпивает и все прочее.
А читай Евангелие, читай Библию. И Слово Христово, оно сильнее. Оно может как клином вот вышибить из тебя, вышибить вот эту грязь. Вот так Господь постом. Не постишься, никогда не постился, а попробуй, а начни, а с одного дня в неделю. Вот пусть в пятницу у тебя будет день без мяса, просто во имя Христова, потому что в пятницу Христос страдал на кресте, распятый, лишенный пищи, опозоренный. И ты будь с Ним. Хотя бы вот в этом маленьком откажи себе в любимые котлетки. А пост, вы знаете, это ведь то, что действительно нам помогает обуздать, в первую очередь, блудную страсть. Святые отцы очень много об этом пишут, о связи между чревоугодием, объедением и блудом. И, соответственно, воздержание телесное, воздержание в пище, оно ведет к воздержанию и внутреннему души. Вот. Равно и удержание глаз. Вот ты видишь перед тобой рекламный плакат, и там тоже какая-нибудь похотливая картинка, а вот не посмотри, не подними глаз, даже просто опусти. Видишь, навстречу идет человек, который своим внешним видом, оголенный там, или в обтягивающей одежде, может тебе запасть в душу на весь день или даже на несколько дней. А вот опусти скромно глаза. Вот, или взгляни на него, но знаешь, детским взглядом. Как на маму, как на бабушку, как на сестру. Вот смотри не на тело человека, а старайся увидеть в нем вот эту бессмертную душу. Как один святой отец, как-то увидев изумительно красивую женщину, он воскликнул и смотрел на нее и сказал: Господи, сотворил же Господь такую красоту. Но он смотрел на нее не с похотью, а смотрел на нее действительно, вот, восторгаясь как образом Божьим. Вот. Поэтому мне хотелось бы, вот, обращаясь к родителям, к педагогам, сказать, что каждый из нас может сделать очень много. Очень много. Но передать это детям можно только через личную веру. То есть умные беседы, лекции, восхищение даже прекрасными примерами, это все здорово. Но дети все равно смотрят, да и вообще все люди, они смотрят на живых, на реальных людей. Если у них перед глазами вот будет верующий человек, мама, папа, бабушка, учитель, директор, тренер, который нелицемерно живет по вере, который вот скажет правду, который не слукавит, который не ради карьерных соображений не пойдет на какое-то должностное преступление, который не осуждает старших, который ради денежной выгоды, скажем, не соблазнится, который не будет угождать могущественному человеку, да, в ущерб какому-то слабому. И вот он это будет видеть, ему все равно захочется быть таким. Поэтому главный мой призыв, не мой даже, а Господь, да, говорит: будьте святы, потому что свят я, Господь, Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы. Потому что вера — это, конечно, не государственная политика. Вера — это ее невозможно через листовки, через брошюры передать. Вера, она передается из уст в уста, из глаз в глаза, от души к душе. Поэтому каждый, кто услышит, и каждый, кто вот этот крест Христов возьмет на себя, каждый, кто пойдет за Господом, он, по слову Господню, будет светом миру, и вокруг него спасутся тысячи. Что еще сюда можно добавить? Уже будем завершать нашу беседу. Конечно, это верность Родине, соблюдение законов. Это верность Богу в плане недопустимости каких-то гаданий, суеверий, обрядов языческих, примет, приворотов и так далее. Это недопустимо, это такой духовный блуд. Только единый Бог, и надо к Нему обращаться. Это единство слов, мыслей и дел. То есть, что думаю, то и говорю, что говорю, то и делаю. Недопустимость мата, матерной брани, вообще брани, нецензурной брани. Почтение к старшим, стыдливость, недопустимость наготы. Часто вижу, как люди, например, там, скажем, с обнаженным торсом ходят в присутствии детей. Я считаю, что это неправильно, нельзя так. Особенно отцу он ни в коем случае не должен там перед детьми, перед девочками находиться вот так вот обнажен. То есть просто хотя бы одежда, она, конечно, тело должна прикрывать. Вообще одежда очень характеризует внутреннюю степень целомудрия, стыдливости. Неосуждение других людей, в том числе начальства. Единство между родителями, последовательность такая, что папа и мама, чтобы между ними не было противоречий, конфликтов, чтобы они были едины. Вот. Забота о природе,
смирение, занимать последнее место, да, вот не лезть вперед. Блуд и гордыня, кстати, очень взаимосвязаны. Блуд связан в том числе с тщеславием. В нем есть такое некоторое внутреннее тщеславие. Поэтому смирение, желание вот, не выделять себя перед людьми, не хвастаться, это тоже ведет человека к целомудрию. Вот. Ну и так далее. По сути дела, все духовные добродетели евангельские, которые нам рисуются православной верой, они все соединяются в одном, в любовь. А истинная любовь, она не может быть без целомудрия, она не может быть нецельной. Поэтому и важно, кстати, даже в браке вот этот штамп в паспорте, и колечко, и прочие атрибуты, свадьба. О чем они говорят? О том, что наша любовь будет бесконечной. О том, что она не закончится завтра, послезавтра. Мы объявляем вот перед всеми ответственность друг за друга, и мы будем идти к небесам. Мы понимаем, что любовь наша на земле только не измеряется, она землей не закончится. Вот она, по сути дела, наша любовь земная, это дорога к Богу. Потому что кто верен в малом, тот верен во многом, тому великое дастся. Закончим словами апостола Павла. На память процитирую, может быть, немножко не точно. Сами найдите. Первое послание к Коринфянам в 13 главе. Любовь долго терпит, милосердствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не завидует, не превозносится. Все прощает, всех любит, всему имеет веру. Любовь никогда не перестает. Господь да будет с вами. Желаю вам, дорогие собеседники, и вашим воспитанникам, вашим детям искренней, чистой любви, целомудрия, которая приведет нас к небесам.